На видеосвязи с Владимиром Путиным многодетная семья Марзиевых из села Кантышево. Традиционно в День защиты детей президент общается с теми, кто награжден орденом родительской славы. Его получают люди, которые воспитывают 7 и более детей и достойно заботятся о них. В этом году орден получили всего 8 семей из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов и Республики Ингушетия. Я от всей нашей семьи благодарю вас за такую высокую награду. Очень приятно вас видеть, с вами общаться напрямую. Для нас это тоже неожиданно, волнительно, но с тем же очень приятно все-таки. Ваше последнее поручение по оказанию помощи многодетным семьям тоже очень облегчило наше положение семейное. Программа поддержки семей, например, выдача учебников в школу, тоже как-то благоприятно отразилась на нашей семье, когда собирают детей в школу. Открытие новых школ тоже решило проблему в нашей семье второй смены. Фатима и Ахмед Марзиевы воспитывают 7 детей. 4 мальчика и 3 девочки. Ребята занимаются спортом и уже имеют большие достижения в своем ремесле. У вас дети, я смотрю, спортом занимаются, да, активно? Да. Естественно, да. Кто-то кикбоксингом занимается, кто-то футболом. Кто занимается кикбоксингом? Кто занимается? Ручку поднимите. Все 4. О, мне нравится заниматься этим видом спорта? Подходит? Очень нравится. Да, я участвовал в республиканских соревнованиях, участвовал в турнирах. Я готовлю себя к службе, к правоохранительным органам, и я пытаюсь заниматься усерднее. Молодец. Что касается будущей работы в правоохранительных органах, то тоже подумаю о том, как тебя помочь и поддержать. Средний сын Ибрагим тоже не отстает. Он уже многократный чемпион в 3 видах спорта. Сейчас выступает за команду «Спартак Магаз». 8 лет в спорте, я 5 лет занимался дзюдо, потом с течением обстоятельств перешел на кикбокс. Самая моя весомая награда, самая моя важная награда – это победа на чемпионате СКФО. Год назад я перешел на футбол. С детства у меня был интерес к этому виду спорта. Сейчас он только усилился. Я хочу профессионально продолжить карьеру футболиста, обеспечить себя, своих родных, близких и быть гордостью для своей республики. Родители семейства большую часть жизни посвятили государственной службе, но были и тяжелые времена, рассказывает Фатима Марзиева. Муж работал таксистом, был небольшой заработок и трудности, связанные с жильем. Но благодаря сплоченности и взаимной поддержке они преодолели невзгоды и сейчас могут назвать себя примером для молодых многодетных семей. Я хочу сказать всем многодетным мамам, что когда начинают, тяжело всем. Но когда немножко дети подрастают, особенно девочки, они уже становятся не нагрузкой, а помощниками в семье, в быту. Поэтому никогда не опускайте руки. Знайте, что время летит быстро, и в итоге вы уже будете не все сами делать, а у вас будет больше свободного времени. Сегодня дочки стали настоящими помощницами для мамы. Готовят, убирают по дому и ухаживают за огородом. Мы стараемся всего потихонечку, чтобы у нас было. Здесь у нас острый перец. Мы тоже любители остренького. Здесь зелень, петрушка, укроп. На этих 2 грядках у нас помидоры. Больше всех активничает старшая Мака. В прошлом певица и актриса, в будущем врач. Раньше я ходила на театральный кружок. Это у нас был учитель Амир Пугоев, певец. Мне очень нравился он и его песни. Я ходила в этот кружок с удовольствием. Потом выбрала профессию врача. С детства я мечтала стать врачом. У меня тетя врач. У нее были там уколы. Она мне их отдавала, снимая эти иголочки. Я с ними играла, с детьми. С будущей профессией определился и Ибрагим Марзиев. Мальчик мечтает стать изобретателем. Мастерит все, что подворачивается под руку. Хочешь стать изобретателем? Да, он выдумывает всякие игрушки у нас. Какие игрушки ты придумываешь? Я из бутылки машину сделала одна. А что еще ты умеешь делать? Не знаю, что в голову придет. То,
То, что они будут удостоены ордена родительской славы, стало большой неожиданностью для всех членов дружной семьи. Узнали об этом после звонка, рассказывает Фатима. На сегодняшний день подписан указ президента страны о присвоении награды. А вот сам орден вручат чуть позже, в торжественной обстановке. Это, к слову, не единственный приятный сюрприз, который ожидал многодетную семью. Подарок Марзиевы получили от главы республики Махмуда Али Калиматова. Ключи от нового микроавтобуса «Соболя». Еда, что написать. Проваж, я Амар, Данила, хозяйка, Данила, там, Цинги, проваж. Там, мясо можешь холодно, давай. Держи. Вот тебе ключи. Вот. Да, мясо можешь холодно. В новенькой машине как раз и уместились с комфортом все члены многодетной семьи. Как отметил глава государства Владимир Путин, построить крепкую, достойную семью и воспитать детей – большая миссия. Это основа будущего России и продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа. Амина Бокова, Хамзат Холухоев, Акрамат Дасхоев. Новости 24.